Всем привет! Сегодня речь зайдет о захоронениях братьев наших меньших, в частности о собаках. Как известно, якутская собака, она очень полезна при жизни, но не все знают, насколько она может быть полезна и после смерти. То есть с ее захоронениями, оказывается, существует целый ряд обрядов. И об этом нам сегодня расскажет сотрудник музея имени Ярославского Попов Василий Васильевич. Здравствуйте. Тема нашей передачи сегодня о погребении животных. Во время различных эпидемий, в частности оспы, кори и других заболеваний, родичи приглашали шамана. Шаман проводил обряд изгнания этих болезней. И в жертву духу местности приносил собаку или собак. Вот, например, наглядный пример. В 2007 году в Татинском улусе местности Майя Бачота во время раскопки жилища округлой формы археологи наткнулись на погребение двух собак. Две собаки лежали рядом, кобель и сучка. Головой они направлены на север. Передние ноги были подогнуты, задние ноги были вытянуты. Такая вот бегущая поза собак. Поза такой. Трупоположение вот такое было. И интересно в том, что на каждую собаку, днищем вверх была уложена детская колыбель. И этнографы, археологи сразу понимают, что некогда обряд был совершен шаманом с целью прекращения детской смертности. Шаман всегда всякую болезнь, недуги направляет в северную сторону. Следующее. Погребают собак в качестве оберега. Например, в 1984 году сотрудники Якутского государственного университета в то время, Прокопьев Николай Петрович, Сергей Константинович Колодезников, местности Уорай, это Амгинский улус, древнее поселение кулунатарской культуры, это 14-16 века, они под кузницей нашли погребение собаки. А еще в 1996 году в месяце Сенделя они под порогом жилища нашли захоронение собаки. Собака была завернута в берестяное полотнище. Значит, эти собаки, они выполняли охранительную функцию, защищали от недугов. Собак хоронили и при непредвиденных обстоятельствах. Ну, например, вот родичи выкапывают могилу покойника, а некоторым это по тем или иным причинам место не нравится. И засыпать пустую могилу – это грех. Могила должна быть там, что-то должно быть. Сахалы из челях. И переводили жертву, это бедное животное, собаку. Убивали собаку, ложили вместо покойника и зарывали. Засыпали могильную яму. Вот такое вот погребение было найдено в родовое кладбище в Величском районе, в местности Сордонах. По впадине, вроде бы впадина соответствует погребению, и начали археологи раскопку, цель-то была найти древнее человеческое погребение. Они наткнулись на глубине 70 сантиметров
от поверхности, наткнулись на погребение 2 собак. И интересно, что между этими собаками был положен якутский нож. И погребали собаку, охотничью собаку охотника. Если охотник умирал, то в качестве сопровождения погребали и собаку. Мы не раз находили такие вот случаи. Например, вот в Сунтарском районе, рядом с погребением человека, у ног была. Это яма округлой формы, а когда мы раскопали, там лежала собака головой на север. Ну и погребают любимые собаки со всеми почестями. Вот, например, молодой аспирант Петров Денис Михайлович в 2016 году в местности Кюндеда, это Нюрбинский улус, нашли надмогильное сооружение. Чардат называется. Но у них цель была найти погребение человека, а они наткнулись на погребение собаки. Собака была завернута в берестяное полотнище. Похоронили как человека. У древних погребений саха в качестве постилки, покрывала применяли бересту в погребениях человека и погребениях любимых животных. Вот такими почестями, например, погребают и любимого животного, в частности собаку. Вот 3 года тому назад у меня умерла собака породы алабай. Я на своей даче похоронил со всеми почестями. Как по якутской традиции. И до сих пор интуитивно чувствую, что он меня вроде бы как-то оберегает. Интуитивно так чувствую. Вот такое вот и отношение. Особое почитаемое отношение к любимым животным. Это относится не только к собаке, но и другим животным. Крупную рогатую скоту и лошади. Об этом будет речь и в нашей следующей передаче.